Что, где люди-то? Где люди? Почему не подключаете? Не подхватить телефон-то вот так. Опять у нас морозы. Атмосфера такая. Улица Орджоникидзе. Самый, что ни на есть, центр города. Пробки. Пробки, как обычно, тоже. Туман, мороз. Ну вот, интересно, что мне говорят, что ты типа краски сгущаешь. Краски сгущаешь, что типа, ну, мы ходили вот в такой мороз, нормально все было, а ты тут паникуешь что-то, там говоришь, что это ерунда, мороз, там мы типа гуляли, нормально все было. Ну да, конечно. Вот случай, что прочитал сегодня. Якутская девушка ноги себе обморозила. Ноги обморозила. Вот какой мороз. Она, короче, денег у нее на такси не было, она пешком пошла. И ноги себе обморозила. Все вот в волдырях у нее, все замороженные ноги, девушка молодая. И сколько? Ожог там, ой, не ожог, это самое, обморожение в какой-то серьезной степени. Что вот она теперь будет делать, не знаю. В ожоговом отделении Якутска лежит тоже. А вы говорите, морозы не опасны. Что как опасно? Сколько смертельных случаев бывает? Сколько смертельных случаев обморожения, руки люди теряют, вот особенно по пьяни, напивают, а в пьяном состоянии не чувствуешь холода в пьяном состоянии. И вот, ну, пожалуйста, сколько таких у нас. Надо будет переходить, сходить на площадь Ленина. Да, пройтись до площади Орджоникидзе, что ли. Давайте сюда. Один смотрит, один лайк. Пошли. Два смотрят, отлично. Зря что я хожу здесь. Все это дело. Туймада, центр. Ой, них одна буква потухла. Смотрите, буква Т. И сейчас читается как Има. Има. Что-то не поймешь что. Ладно. Разгуляем. Людей посмотрите. 9 секунд осталось. Шуточки с этим морозом. А эти самые капроновые чулки, говорят, которые женщины носят, их вообще нельзя носить зимой. Потому что они нифига не согревают. И часто женщины страдают от такой беспечности, что в мороз то, что не рекомендуют, надевают. С морозом шутки плохи. Хорошо, когда вы одеты, все там у вас там, тепло есть, где согреться. А если так где-то, вот вы очутитесь, вот у вас машина заглохнет где-нибудь на трассе 100 километров от населенного пункта, и что вы будете делать? Скажите, у вас там и телефон потом разрядится, а там и связи нет, там и связи не будет, вы никому не позвоните, кто-то вы там бессмысленно, допустим, да? Что будете ждать? Попутку только. Хорошо попутка поедет, вас подберет, если они там еще
не битком набитые будут. Понимаете, да? Привет, привет. Всем привет. Не битком набитые будут. Вас подберут. А так, в какой-то смысле в жизни замерзают машины. Ё-моё. Сейчас вот эта электроника, электронные машины всякие, они вообще тут непригодны на случай этого. То есть одному вообще ехать нельзя. Надо пару машин, чтобы ехало. Если что случится, чтобы подстраховка какая-то была. Так, переходим к проспекту Ленина. Проспект Ленина. Так, сегодня, кстати, актированный день тоже. Вот здесь это горка. Такая красивая у нас. Вот это детишек не видно совсем. Сегодня актированный день, но с 1 по 8 класс не учатся. С 1 по 8 класс. Из-за того, что температура минус 48. А сейчас я посмотрел вот в интернете, там, короче, пишут такая, да, минус 48, минус 49. Так, девочка вот наша здесь, которая на площади Ленина. Циферки вот эти вот. 2, 0, 2, 2. Людей нету. Нету людей. Ну и вот эти вот светящиеся объекты, инсталляции. Здесь у нас. Ну, они еще с прошлого года. Ладненько, не будем тут задерживаться. Пошли пешочком по проспекту прогуляемся. По морозному, туманному Якутску. Так, вот тут, кстати, на здании, это у нас здание этого Галроса, да, по-моему. Время сейчас, я вижу 17 часов 31 минута. Так, давление 771, а температура какая? Температура-то где? 22-12. Ну, где температура? Он давление показывает, а температуру не показывает. Ну, совсем ерунда какая. Давление. И, кстати, вот когда такие морозы, давление меняется, и метеозависимые люди, они ощущают это все в себе. У них голова начинает болеть, там кости ломить. И как он гонится, а? Гонщик нашел. Где-то поворачивает. Переходим. Вот. Ощущают они, да, вот эти вот холода, когда перепады давления происходят, ощущают усиливание. Тут как бы не всем прописано, ну не все могут жить вот в наших условиях. Все-таки зимой здесь и солнца нету, и туман, и, короче, давление прыгает. Поэтому, конечно, такие условия жизни довольно суровые. А вот здесь да, у нас здесь они сделали вот ледовую фигуру такую, тигр. 1922. Это годы основания республики. Тогда это была Якутская автономная Советская Социалистическая Республика в 22 году. Ну, а потом в 91 году Республика Саха-Якутия. Ну и вот в следующем году будет столетие. 2022.
год был. И тигр такой шикарный здесь. Смотрите. Вот у него длинный. Красиво сделано, кстати. Ладненько, пойдем. Далее пойдем. Они тут, кстати, украсили вот такими гирляндами окна у себя. Так. Крепковатая плитка это все-таки идешь и вот если крепковатая, ощущаю. Нужно подстегнуться на самой плитке. Аккуратнее ходить. Ой. Так, надо будет нам куда-то зайти, покрыть телефон. Вот он вырубится. От того, что аккумулятор замерзнет. Вот здесь остановка, вот смотрите, сколько народу. Конец рабочего дня. А вот этот автобус, он с газом наверху, вот у него газовые баллоны. Наверху, вот. У нас случай был. Полок водила должны возить буржуйку и вывесить трубу из колонны сухой горы. Надо буржуйку. Так, смотрите, я почитаю. Я не могу. На мне рукавицы снимать сейчас. Не могу снимать. Русский драмтеатр, такое вот историческое здание, шикарное. Постройки 50-х годов. В стиле сталинский ампир. От колонны Коринфского ордера. Такие вот, которые в Древней Греции, да, как бы были. Классика никогда не устаревает, да? Никогда. Так, тут у них афиша. Что тут пишет-то? Ну, это для подростков. Пушкинская карта, там 3000. Так, и какие спектакли у нас? Машина времени. Так, вот будет, да? Музыкально-драматическая спектакль. Угу. Потом без паники сеньоры. Комедия по-итальянски. Так, а это что-то новенькое. Кантервильское привидение. По Денис Коваленко. Кантервильское привидение. Музыкальная сказка по мотивам произведения Оскара Уайльда. О. Да, интересно. Вот на это может быть сходить. Тут вот в дни зимних каникул. Пырым-пырым. Ага. К примеру, детский спектакль. А, это детский спектакль. Понятно. И вот это вот голодранцы и аристократы комедия будет. Все новые спектакли, я смотрю. Они сменили свою эту... Ну, как называется? Спектакли свои сменили. Ой, так, тут что у нас? Винотека, коллаборация, шоп Алка. Опять фонбет ставки на спорт. Так, это что такое? Тут же была это, какая-то кафешка. Виншоп. Зайти. Я ни разу сюда не заходил. В этот домик. Прикрыть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Стив, не мешай. Да, блядь, ну что ты? Пацаны есть. Сколько она? 700, 500. 4, 5, 6, 7. Скатерть черный. Елта. Мадраса. А, здесь бальзам спутанный. Пеперна. Есть, кстати, массандровская. Сколько она стоит? 500?
сироп. Прямому молоку любимой женщины. Это было вкусно. Как раз сколько здесь? 1 литр. 1470. Северный вот. Абсолютно не литровая, 1700. Финляндия. Риберия. Вишневая, что ли? А, клюква. Риберия. Тут что, коньячок, да? Нацкий. Старая Аравия. Дербент. Что внизу? Золотое зеркало. Водка в большом ассортименте. Какая-то беленькая. Не туда зашел. Не туда зашел. Мелко погрели. Дишки сатонские. Это 1000 рублей бутылка. Что-то дешевое какое-то. Паш купажированный. Где произведено-то? Черт с ним. Так, такая тут женщина вышла. Что вы там написали уже много довольно. А вы сюда, да? А. Ой. Тут еще какой-то фон, говорит. А, тут вон еще дверь, оказывается. Фон Б. Ё-моё. Так, что там пишут-то? Так, давайте сначала. Меня больше пугает... Айси, привет. Меня больше пугает суд, а не зимнее время. Какой суд? Ну, который будет, что суд? Да, надо тоже бояться его. Так, Мишел Алдо Платини. Надо буржуйку возить с собой и сухое горючее. Да, надо, конечно. В холод водилы должны возить буржуйку и вывести трубу из салона и сухое горючее. Да. А за кинотеатром центральный на здании Ростелекома и телефонной станции табло хорошее было. И время, и погода была, а сейчас много лет оно сломанное стоит. Этим власть имущим, которым из деревень приехал. Да, насчет этого табло, оно, да, было на здании там междугородной станции. И, соответственно, они его как-то поддерживали, да, состояние. А потом, когда Ростелеком продали, значит, Сахателеком продали, до этого, значит, соответственно, до этих часов вообще не стало дела, это лишние затраты. И он сейчас, по-моему, его демонтировали, или оно так просто выключенное уже сколько лет стоит. А раньше, да, там были удобно время было и температура. Но опять температуру он, по-моему, врал, потому что датчик где-то рядом был с этим. Ну да, так раньше были часы. Но сейчас даже часы вот на этом были с температурой на цирке, я видел, они что-то тоже поломались, короче. Не выдерживают у нас морозы здесь. А еще на Лорпе есть здание, тоже часы небольшие, тоже можно, в принципе, и температуру, и время посмотреть.
Так, что еще пишут? Привет, Новая Москва, привет. В Москве минус 20 по сравнению с вами. Да, ну у вас, да, свои прелести там. Пробки, говорят, большие. 10 баллов пробки. То есть не завидуем мы вам тоже. Там в Москве свои, конечно, куча своих минусов. Много. У нас Якутск город более-менее компактный, как бы, да? Такой, а Москва там вообще гигантский. Да, и еще холод вот этот, и снег там, и, короче, по кучу проблем, конечно. Хоть и живу в деревне рядом, но узнаю о городе больше и больше, становится интереснее и интереснее. Ага, ну, спасибо. Лего Бум. Привет, привет. А у нас тумана нет в мае. Ну, это Якутск же. В Якутске всегда, когда холодно, туман. Потому что находимся мы в пойме реки, а это, как говорится, мало проветриваемое место. Тут особо у нас ветра такого нету, да? И поэтому от машины и до зданий вот это смог, пары, которые они сгущаются при минус 40, и вот туман. Туман. Так, ладно, выходим. Смотрим. Так, мне надо рукавицы одеть. Одеваем рукавицы и выходим. Вот напротив гостиница Азимут. Кто в город собирается ехать, это хорошее место. И, конечно, цены тут тоже хорошие такие. Она считается у нас типа элитная. Там бассейн внутри у них есть, сауна, то все. Короче, крутая типа. Так. Шигендархан тоже. Ну там плюшек своих нету определенных. Так. Продукты. Вот продукты. Вот кондитерская пекарня. Сладкие мечты. Вот, пожалуйста. Сладкие мечты. Кстати, надо будет торт покупать, что ли, перед Новым годом. Или самому сделать. Самому делать, если нормально, там время надо тратить. Как бы. Ну, он получится, конечно, дешевле. Но времени займет, если нормально так сделать, нормальный тортик, конечно. То возни много с ним там. Пока коржи испекешь, потом крема вот эти всякие. Ну, в принципе, можно сделать. Так, а здесь у нас лепим и варим. Свежие пельмени. Смотрите, как все здесь. Люди в шубах. Вот старое поколение, как правило, в шубах ходит. А молодежь, она пуховики выбирает. Мало кто из молодых, ну, женщин, допустим, ходит в шубах. В основном пуховики. В основном пуховики. Ну, хороший пуховик, он по цене сравним с шубой. Тоже стоит 1040, ну, 30-40 тысяч, если натуральный пух там, а не какой-то как он называется, забыл уже, ну, синтетические, короче. Он плохо греет и тяжелый получается, а вот этот натуральный пух, он легкий и теплый. Сейчас какой-то еще биопух появился. Что за био, не знаю. Так. Идем сюда. Заходить. Пошли дальше. Надеюсь, не замерзнет. Ускорим темп. Смотрите, а тут-то машин сколько. Это куда они все приехали? Все без этих не укрытые. Это, видать, в магазин. О,
Наледь, смотрите, наледь. Трубу прорвало, трубу. Он долбит, строит. Ё-моё. Так, беда здесь, короче. Да, это, конечно, проблема. Так, куда эти все машины так едут? Проезжие. Рабочий день кончился в мэрии, поэтому, видать, машины и подъезжают. Так. Ну, вот этот кинотеатр центральный, он, видите, да? У него такой большой экран. С этой стороны мэрия. Елочки вам поснимаю. Какие елочки здесь. Что-то они здесь вот скульптуру уже обычно делали. Вот в этом проходе. Тогда, помню, мамонтов делали. Прикольно так смотрелось. Вот здесь вот проход. Вот в этом. А сейчас что-то в этом году не делают. Почему? А так раньше прикольно было. Вон там у них елка. Давайте посмотрим на елку, которая возле здания мэрии. Такая вот елка. Натуральная, что ли? Не, нифига, синтетика, да? Ну, гирлянды. Так, ну вот. Метров 4 высотой, наверное, или 3. Кто-то идет туда. У них здесь, кстати, плитка такая выложена. Типа как брусчатка на Красной площади. Такая неровная. Знаете, да? Типа брусчатки. Вот недавно постелили ее. Положили, вернее. Буграми такая она получается. Ну вот, про часы говорили. Вот это здание Ростелекома. Смотрите, сколько народу. Собачка чипированная, бегает. Лапу одну подняла, видать, ей холодно, что ли. Вот так. Что-то ищет. Да. Так, все, вот они умные, они вместе с людьми переходят. То есть люди переходят, и они переходят, они не бегут. Кто-то заманил эту собаку. 5 секунд осталось. Так, нам надо куда-то зайти погреться. Точно, вот сейчас мы зайдем сюда, погреемся. Московский торговый центр. У меня щеки начинают немножко подмораживаться. Вот вывеска. Я люблю Якутск. Вот она. Якутск. Из дерева сделано. Деревянное. Проспект, там ЦУМ, Саха-Экспо, торговые комплексы большие. А здесь вот такой одноэтажный московский торговый центр, торговый комплекс. Потому что он маленький, не спрашивают QR-кода. Можно просто зайти без QR-кода. Пишите. Так. Так. Легов Бум. Привет.
Для голубом у нас тумана нет в мае. Да-да, в Якутске тумана. Когда за пределы города выезжаешь, там тумана нету. У родителей суд, думаешь, это случилось из-за меня. Да, кошмар какой. Что изменилось в городе? Ну, меняется город, конечно. Строят, сколько новых зданий построили. Вот дороги делают и так далее. Много изменений. В городе было мало машина. В городе была машина, которая из-за холода сломался. Да, были такие, конечно. Собака жив. Все-таки. Ой, пардон. Сбили меня опять. Сбили. Да, тут есть батареи, вот они, пожалуйста. Тепло встанешь, нужно погреться, руки, рукавицы погреть нужно. Так положил, погрел, выходишь опять на улицу. Люди стоят, тут греются. Заодно тут офис Мегафон есть. Магазины всякие. Авиакасса вот здесь, кстати, свой транс. Кто хочет уехать, или, пожалуйста, сюда. Тут что у нас? Будда. Какие-то штуки хитрые. Кто это? Лебедь. Диски. Копилка. Копыта. Лагает. Это позвонили, поэтому залагало. Индийские какие-то штучки с Индии. А что, товары с Индии, да, здесь? Что? Товары с Индии или как? Да. Индийское производство, да? Чисто? Да. Самчи. Чиз, биверс. Ну да. 60 рублей стоит. Бисквит. Какой-то что есть. Премиум. Индийский. Такой вот. Пакет in India. Упаковано в Индии. 260 рублей 100 грамм. Цена. В кавычках, конечно, вот такой есть. Махараджа Ти. 310. Санди кот. Настоящий индийский чай. Плантационный. Думаю, подарить на подарок. В мире чай крупнолистовой 600 рублей. Пури Норд Инди чай. Лонг лайф. Ну вот это в принципе тут нормально, но цена тоже нормальная. Ух ты, вот сумки индийские. Ткани. Такая сумка 3000 стоит. Так. Разные. Это что, индийские изделия, да? Камушки. А тут что такое у нас? Так, это у нас что-то не понимаю. Химия, да, какая-то? А, вот эти благовония, да, индийские. Ароматические, ароматерапия. Пурин против аллергии. Какие-то таблетки еще продают индийские. Маслоролик. Карандаш. Дуорон. Успокаивает массажный бальзам. Масло для волос. Индийская продукция. Чисто. Порошок. Есть такой бар.
БАДы, добавки, да, пищевые разные. Это ихний, да? Цепь. Крисан Кумар, Колье, цепь. Голден Гранд. Всякие побрякушечки вот тут у них продаются. Индийская продается. 30 колокольчик такой. Куда его вешают? И зонтики есть, вот смотрите. Слоники сувенирные. Что-то продают. Так, а тут все закрыто, этот закрытый почему-то магазинчик. И они 49, да? Алло? Передвижник РФ, эксперт для творческих личностей. Что это такое? Смотрите, Ван Гог. Или кто это? Картина. 3000. Картина в Багите. Ван Гог же, да, это, по-моему? 3000. Репродукция называется. Так, а что тут? Тут для этих. О, алмазная. Это какая алмазная, да, картина? Всякие передвижники. Ну, понятно. Все. Краски всякие для художников. Ух ты, это кто? Кто это такой? Волк, это волк. Прикольно, кстати. 3000. Вот картина целая, 6200. Резьба, да? Резьба по дереву. Так. Тут был какой-то магазин по продаже телефонов. И сейчас вот это все. Так, книжный дом. Так, что вы пишете-то? Давайте я прочитаю. Так, понаписали уже много. Вот ходила по улицам, тоже не видела ничего страшного. Что страшного-то? Это вы между собой, да? Штучки, дрючки. Для меня что-то не страшно. Страшно на улице. Лагает. Ну, это мне позвонили просто, и поэтому залагала. Собака, да, там бегала. Я снял ее возле мэрии прямо. Неделю назад я упал как-то, у меня кружилась голова, и я неровно ходил. Да, ну это, может быть, у вас погодная что-то вот зависимость, поэтому у вас кружилось в голове, бывает вот такое. Голова болела. Помог. Ну это вы между собой переписываетесь, я так понимаю. Так. Сейчас будем выходить. Там, надеюсь, выход не закрытый. А то нам придется в обратную сторону. Так вот, хлеб насущный, колбаски. Разные. Сервелатки с жеребятиной. Было. 286. Это местные, да, все? По-моему, да. Вот ценники. Ваш язык какой? Откуда язык? Новосибирск.
Фарш. Говяжий 480. Мясной двор. Это мясной двор здесь. Мясной двор. Так, понятно. Так, говядина у нас 470, 420, 390. Суповой набор есть за 200, кстати. Вот. Где он там? Супчик сварить. Супчик наваристый. Так что давайте здесь. Новый магазин сделали. Маркет. Продуктовый магазин. Маркет. Личные продукты здесь. Так, одеваемся. Уходя, выключите свет. Такой тамбур. Их два, они работают в больнице. Я в каком там много было этажей, еще старший брат в больнице работает. Так, все, выходим. Опа. А что эти уже свернули? Вот тут рыбу торгуют. Рыбой, мясом прямо на улице. Они уже все тут сворачивают. Да, московский это торговый центр. Здесь вот прямо на улице торгуют. Вот это вот торговый центр московский. Тут такая площадка есть, скверик, где мэрия. Вот этот скверик. И вот он так по периметру. Ну, прямо, смотрите, на улице продают варежки. Потому что в магазине не хватает места. Вон там магазин. Места мало, они сюда вытащили все наружу. Видали, да? Носки, варежки, все теплое. Ну, остановка вот эта вот, кинотеатр центральный. Там интеллектуальное табло, которое показывает, сколько минут до автобуса. Ну, и здесь теплая остановочка вот такая вот. То есть можно зайти погреться, вон там люди стоят. Смотрите, греются. Смотрят в окошко и, соответственно, теплее. Вот. Можно зайти погреться. Но я бы не стал, потому что коронавирус. Надо заходить. Лучше вообще пешком ходить, конечно, сейчас. Сейчас же какой-то еще омикрон. Вот сколько там народу. Видали, да? Сколько там народу. Какие-то сейчас омикроны, там то все. Фигня всякая. 170, кстати, заболевших по Якутии. Вот сегодня прочитал. Выявлено. Так, там у них скульптурная какая-то. Так, тут магазин бриллианты Якутии. Бриллианты Якутии. И вот здесь скульптурная композиция. Так, это Снегурочка, я так понимаю, да? Снегурка и тигренок. Ну, нормально, кстати, сделано, да? Вот такая вот она. Снегурка. Зоры национальный и тигр маленький. Золотик с Новым годом. И скидки, смотрите, на золото. 21-31 декабря. А сегодня уже 65-75. Так что сюда вот заходите. Бриллианты Якутии. И это самое. На женщины шуба какая мощная. Шубу таскать тоже, вообще, честно говоря, надо силы. Она же не легкая такая, из шкур сделана. Ну, ее выделают, конечно, там полегче бывает. Но вот такая какая-нибудь, не выдра, а как она называется? Забыл уже. Рыжая такая. Она весит довольно прилично. То есть ее таскать на себе тоже надо силу.
Так. Сейчас мы приближаемся уже к площади Орджоникидзе. Там на елку посмотрим. Давно я уже не был. Магазин товары для здоровья. Вот там можно взять, кстати, вот здесь вот эти бактерицидные, которые микробы убивают, приборы специальные, бактерицидные, рециркуляторы. Сейчас еще как бы проблема-то у нас не спала с этим, поэтому эти все меры предосторожности, они до сих пор, надо их соблюдать. Так, вот. Какая-то здесь реклама, это не рекламу показывает свою. Прикольно так. Большой такой экран. И не ломается что-то у них. Смотрите, температура за минус 40, да, у нас. Вот светит. Это диодный. Март здесь находится. Так, а здесь КРГ. Ювелирный дом целый. Вот. Сколько тут? 4 этажа, смотрите. Ювелирный дом. Вот там дальше Apple Diamond. Тоже магазин. Здесь Diamond, видите, как он называется? Туймада Diamond. Вот это вот. Туймада Diamond. Ломбард 585. Напротив гостиница Лена, вот там видно, отель написано. Ну ладно, давайте покупаем. Или зайти мне еще погреться, а то чувствую, у меня вырубится он. Офис МТС и Билайна здесь. Прямо похож на мою мать Снегурка, да? Ну, отлично. Вот здесь еще один магазин драгоценностей Якутии. Вот тут можете подкупить тоже золотишко, бриллиантов себе. Кулечек. Деньги-то обесцениваются у нас. Вон, сколько? За 5 лет почти в 2 раза рубль обесценился. Обалдеть просто. Тут гостиница Фарс. Ну а вот это вот площадь Орджоникидзе уже. Непосредственно. Сейчас мы зайдем вот тут связной. Связной я погрею телефон. И выйдем в лорд, здание лорпа вот это. Там, кстати, часы и температура минус 43, что ли, или сколько? 45, не вижу я. То есть у меня близорукость, поэтому я вдалеке плохо вижу. Оптик-центр. Кстати, зайти, это оптик-центр, что ли? Что посмотреть. У них там зрение, кстати, проверяли. Можно зрение проверить. Оптик-центр. Довольно такой крупный магазин очков. Ух ты, они что-то даже в коридор перенесли. Это что они? А, подбор очков вот здесь есть. Офтальмологический кабинет, оптик-центр. То есть можете сюда зайти и вам зрение проверят, прежде чем очки заказывать. А, они здесь по-другому сделали, стенки снесли. А готовые где очки у вас? А, напротив, да? Ёлочка. Ух ты, аквариум у них тут какой, смотрите. Шикарный. Дали, да?
Он запотел, что ли, телефон? Все запотел. Протрем. Какие рубины здоровые. Да-да-да. Так, подачки. Готовые. Плюс 2. Минус. А минус 3 где у вас? Минус 2,5. Мужские. Нету, да? Минус 3 только тонированные, скажем. А, нет. 2,5 так. Понятненько, ладно. Так, ладно. Большой магазин, а толку мало. Очков нету готовых, надо приходить с рецептом и заказывать. Так, переписка идет, да? Угу. А тут у нас связной, да? Добрый. Кто только не уже. На салоне сейчас трансляция еще проходит. Чувак, Можно по программе трейд-ин старый телефон сдать. Новое оформить. я слышал, что давно уже так практикуют. Да, ну сейчас скидки хорошие у нас. Да? Ну, увеличенные именно. Можно вот ваш телефон оценить и примерно стоимость скидки рассчитать. Но у меня Realme. Realme? Да, вы, наверное, не принимаете такие? Нет, почему принимать? У нас получается, смотрите, есть ряд моделей Ну, и Samsung, да, которые без разницы, какой телефон сдаете. Даже можно кнопочный, сломанный сдать. И у вас кнопочные, да? Ну и да? сколько вот, давайте, я принесу, Вот, допустим, вот смотрите, вот кнопочные есть модель телефоны. S20 FE Ага. и S21, да? Ну, разновидности, вот тут, допустим, плюс, ультра. Любой вообще Ну телефон это сдаете. они за 40 тысяч, за 50, да, дорогие? Да, ну смотрите, они вот этот стоит 49 990, любой старый телефон сдаете, кнопочный, поломанный, 14 тысяч рублей скидку делает. То есть со скидкой он у вас уже будет стоить 34 Документы 900. надо приносить? Нет, только сам телефон уже. и всё. Сам телефон. А вот на этот телефон вообще 25 тысяч рублей скидка. Стоит 74 со скидкой. А вот это, да? Да. А со скидкой А если 49 это 990. 49, а если это аккумулятора нет в телефоне? Без разницы. Без разницы, да, лишь бы вот корпус, да, был. Нормально. Ну хотя бы как-нибудь, чтобы он минимально был похож На телефон. на телефон, да. Да? Понятно. Ну, слушайте, А так вообще себе выбираете или на подарок? да, я присматриваю, взамен этого сломается скоро. А, Надо как бы резерв уже иметь. предел какой суммы ориентируетесь вообще? 15, наверное, не больше. До 15? Да. А на Что них важно при идет выборе телефона? Сейчас? Что важно при выборе телефона? Вы Аккумулятор, много аккумулятор, чтобы толстый был, да? играете? Нет, нет, нет. Ну смотрите, можно Для получается интернета так иногда. из Samsung посмотреть модели что-то вот из A12 версии, A12 либо M12, да? Памяти на 64 гигабайта, вот аккумулятор у него 5000 будет. Ага. Также можно посмотреть что-то из серии Реала. Да, ну вот как у вас, как ваша модель получается. Вот есть вот такая вот модель. Новинка 21 года, C25S. У него получается памяти побольше идет уже, 128 гигабайт, да? И аккумулятор при этом у него 6000. А трейдинг не идет на него? Так, ну давайте, может, ваш телефон оценим. Не, этот не надо, зачем? Не надо, пока работает. Ну, такой скидки, как, допустим, на Samsung. Не, если Series. я этот кнопочный принесу. А, нет, на этот телефон такая скидка не действует. Но зато идет к нему телефон в подарок. Если это надо кнопочным, чтобы покупать Samsung, да? Это на Samsung, да, именно серии S. Понятно, то есть это они делают, да? Ну, либо можете использовать бонусы вот нашего магазина, акцизного. Есть у вас? Ну, и, да, конечно, есть. Я Есть, да? давно- Ну, вот сейчас, когда как раз по номеру телефона проверим. Да, я могу это самое. У меня дома есть этот доступ.
В рассрочку, кстати, можно всегда оформить. А вот это хороший, да, какой-то? Ну, вот это вот Реальный. когда идет полностью игровой, то есть у него 256, да? Видео. 65 ватт. да, есть вариация вот на 256 гигабайт и на 128. Аккумулятор 4300. 4300. Да? Давайте достанем, посмотрим. Не-не-не-не. Я сейчас, мне торопиться надо. Я тут зашел на минутку. 5000, а вот хороший, кстати, 5000 ампер аккумулятор. НФС у него даже, да, есть. Уже нормально. Ну, у него память немного, да? Так, вот хороший вариант, да? Спасибо. Бегу. Стоит только зайти. Ну, тут можно посидеть, кстати. Можно посидеть. Так. Вон вот такая вот здесь. Бывший Евросеть магазин. Его связной купил. Так, ладно, все, выходим. Замануха, короче. Можно Samsung купить, который стоит что-то 1065, всего за 49 тысяч. Надо вам. Приносите, короче, сюда кнопочный какой-нибудь старый телефон. Можно даже без аккумулятора. И они вот скидочку делают хорошую. О, все, вышли. Сейчас вот туда идем. Магазин связной. Ну, Samsung такая давно слышал, акция проходит, что они трейд-ин при сдаче старого телефона. Ну, раньше, по-моему, трейд-ин делал, что там не какой попало телефон, а только каких-то определенных фирм. А сейчас все подряд. Пытаются сбагрить свою продукцию. Видать, давно уже эта модель телефона лежит. И никто не покупает ее, поэтому они вот всякое придумывают замануху такую. Телефон-то долго не может лежать, там же аккумулятор есть. Соответственно, старение происходит всего этого. Им надо сбывать быстрее их. В общем-то, цель такая. Года 3 полежит, а потом уже куда я. Он саморазряд какой-нибудь уйдет с аккумулятора. Если они не продадут, поэтому лучше продать за что-то, чем вообще не продать. Так, сколько же там градусов, а? Минус 40. Не разгляжу последнюю цифру. 42, что ли? Это... Блин, чуть не упал. Ё-моё, тут опасно ходить. Сейчас ближе подойду. Ну их точно врет этот термометр на лорке, потому что они делают его где-то рядом со зданием. А понятное дело, что здание же тепло излучает, и поэтому любой термометр, который на здании, да, он врет 40, минус 42. Ну, конечно, врет. Градусов 3-4. Вот, смотрите, какая тут... Давайте я так вот сделаю, сейчас раскрою, чтобы читать комментарии. Тима, не смотри на комментарии, не улети там. Да, я там чуть не оступился, вон там ступенька. Я смотрел, зевал, ворон считал. Ну да, сейчас пойдем сюда. Не, я там чуть не упал с этой ступеньки. Смотрел. Так, давайте посмотрим. Так, камеру я наиболее стабильно. Вот такая здесь красотища у нас. Сегодня 22-е, до Нового года осталось всего 9 дней. Смотрите, как здесь сделали. Гирлянды вот такие вот шикардозные. С шариками какими-то. О, все тут сверкает. Красотища. Ну и вот
Это фонтан, который накрывают вот такой ажурным, такой конструкцией ажурной. Она вся вот в гирляндах, в лампочках. И все тут так вот, все так переливается. Вообще шикардос, конечно. Она уже довольно долго служит. Уже лет, не знаю, 8 точно, наверное. 8 точно лет. Ну, видно, уже маленько где-то кусочки не светятся, да? Маленько. Но так в целом она еще рабочая. Так, давайте смотреть на эту красоту. Фонтан на зимнее время вот так закрывают. Тогда какой-то шум был, что много там миллионов потратили на эту конструкцию, да. Но с другой стороны неплохо же, да. Чем эти деньги бы куда-нибудь распилили там, а так вот она стоит. Смотрите, красотища какая. Мало в каком городе вот так, такое вы увидите. А у нас вот в Якутске есть. Так, вот она елочка. Здесь на площади Орджоникидзе. Ох ты, люди вон какую-то штуку зажгли. Бенгальские огни, что ли? Видите, да? Ух, она у них в руке крутится. Вот. Елка, елка, елка. Подружки ходят. Снимают какой-то для ТикТок, может быть, что-то. ТикТок. И потом выложат. Так, ну вот елка. Кстати, нету детей. Все дети по домам. Тут Чисхан с Харчаной. Это якутский Дед Мороз и Снегурочка. Вот, смотрите. Вот так вот все выглядит. Подсветочка вечером прикольно, да? А эти с Новым годом. У них Новый год уже. Так. Ну и вот такой вот ледовая оградка вот такая вот здесь. Здесь узоры вот такие вот большие, здоровые. Опс. Шаров-то практически нету. На площади Ленина там в основном шары и обычные гирлянды. А здесь вот так вот украшены гирлянды. Потом вот эти узоры. А шаров я не вижу на них. Ух. Людев нету. Ну и здесь у нас, смотрите, горка пустая. Ну да, если актированный день, минус 48 утром было. Вот эти вот ледовые скульптуры здесь. Смотрите, вон там часы. Потом, что это? Здесь тигр, по-моему, это, да? И мальчик. Или девочка, не поймешь. Подарки принес. Тигр принес подарки. Так, это у нас лошадка. Лошадка и это что, оленевод. Это хвост, по-моему, был. Хвост-то куда делся? Что-то он больше на верблюда похож стал. Да, хвост оторвали, неужели? Так, это у нас узор 390 лет Якутии. Вот такая игрушка елочная. Типа. Ой, там лампочка что-то совсем потухла. Так, это что у нас? А, это вот этот Чисхан, по-моему, что ли? Дед Мороз. Вот он такой. Смотрите. Ух! Я сейчас всех вас заморожу. А под ним вот дети сидят. Дети. Шарик какой-то держат. Я вас всех заморожу. Заморожу вас всех. Холод.
Так. Это что у нас? Старая и новая, это, да, композиция. Это вот духи, а здесь город сверху. Город Якутск. Такая вот композиция. Так. Ой. Журавли. Или кто это? Стерхи. Тоже это. Это острог. Острог вот это. Так, ладно. Давайте мы вон туда. Там вам покажу. Да надо сваливать отсюда уже. Все. Самолет, кстати. Самолет слышно, да? Взлетает. Самолет залетает. И здесь еще вот скульптуры есть. Кто не видел, можете еще раз посмотреть. Да, и не было у меня варежек, я бы вообще не смог ничего снимать. Так. Вот тут подсветка отключилась уже, подсветка. Тут город Якутск, да. Типа елка такая. Острог, здание Острога. Ну тут, да, вот это в следующем году 380 лет города Якутска будет. Кстати, тоже юбилейная дата. И в честь этой даты вот эти вот здесь композиции. Год тигра с часами. Здесь что у нас? Здесь вот эти вот олени. Так вот они интересны. Красивая конструкция, звезда. Да, хорошо, что я снял в самом начале, а то сейчас вот они, видите, да? Они сейчас заиндивели, и уже вид-то не такой. И подсветка уже здесь что-то не выключена. Это олени, мальчик. Снегом занесло вот эти скульптуры. Так. Это девушка с рогами. Вот такая вот. Тут вот это вот Сахатятор. Кстати. Ой. Так. А это игрушка типа этот, какого? Фух, тигр, тигренок. Такой вот. Елка. Так, слушайте, у меня тут уже мои щеки начинают. Сейчас мы потом зайдем вон туда вон. Вот там, видите, да, магазин. 4-й. Сейчас он называется Якутск. Там можно погреться, постоять. Памятник Кулаковскому с аркой. И вот здесь еще есть ледовые скульптуры, несколько штучек. Девушка вот такая вот в национальном наряде. Вот девушка, и она держит здание строго. Домик вот такой. Ветер в мою сторону как раз. Так, это мальчик, который ложит вот эти кубики. Ух, холод-то какой, а. Слушайте, каких 42 там? Все 40, 48 или под 50, короче. А это вот девочка смотрит, это типа окно заиндевевшее, да, вот она там. Развернемся, вот, видно, да, вот она смотрит, дырочку сделала такую и подглядывает туда, смотрит, когда ей подарки принесут. Дед Мороз или Чисхан принесет подарки. Так, у меня уже телефон начинает замерзать, потому что чувствую, что вот эта картинка начинает замедляться на экране. Так, тоже композиция 380 лет. Тоже старая, новая. Острог, и вот эта елка и новое здание какое-то. Так, а вот это вот прикольное, самое больше всего мне нравится Чарон. Чарон, ложка. Тут и вот девочка схватила птичку. Птичка уже вот вся в этом снегом и нем покрылась. Она это на Чароне герб Якутска, что ли, 390 лет. У меня уже ноги замерзли. Короче, вот тут эти вот, значит, скульптуры ледовые
Сейчас панорамку сделаю вам. Там тоже елка такая вот. И там тоже. Да, ни одного ребенка нету, потому что актированный день сейчас. Актированный день. Так, ну что, двигаемся мы. 4-й магазин. Погреться надо. Погреться. Или можно на почтам зайти. Давайте на почтам зайдем. Там давно не... Ой, блин. Стоять надо. Долго. Так, ну это у нас улица Дзержинского. Потом там улица Черяева вот это. И здесь это Орджоникидзе, да? По-моему, улица Орджоникидзе. Ух! Ё-моё, транспорта-то сколько, а? Обалдеть. Ладно, вон их елочку напоследок снять немножко. Смотрите. Так, все, да? Переходим. Переходим. Кстати, здесь опасный переход. Здесь вот это боковые машины могут наехать. Был даже здесь случай, когда на девушку машина наехала. Зафиксировала камера видеонаблюдения. Это кошмар, конечно. Переехала ее. Она еще встала, потом и пошла куда-то. Ну, видать, бывает такое. Вот здание Почты России. Почта банк. И там и снежинками такими украсили. Раньше тоже здесь ледовая скульптура была рядом с ними. Вот такие здесь ели. Здесь были ледовые, что-то скромненько сейчас не делают. Так, заходим. Работает? Работает. Нормально, не входить. Не больше 40 тысяч можно прийти снять. Надо закрывать. Как Елена говорит, пока он полгода будет это, пока мы следуем. Елка. Елка, елка, елка. Телефон у меня там все, компьютер занят. Что тут? Письма какие-то. Точно. Бланк заказа. Периодических изданий. Новогодний миллиард можно купить. Моего одноклассника тоже была машина, причем габаритная такая, не знаю, как мне было страшно. Да. Вот у них карта, куда они летают. Ноги замерзли. Так, купить что ли? Один раз только или 001 будут прикольно. Что-то у меня вообще телефон замерз конкретно уже. Может сейчас отключится. Так, пойти вот эти вот рейки купить. Может я миллиард, 2 миллиарда выиграю. И тогда прекращу я стримить. Так, киоск здесь магазин. Календарик есть по 22 рубля. Недорогие, кстати. Что-то там, ну, очень старости продают свои бренды. Что такое? Что это календарь? 146. Такие календари как-то дорогие вообще. Криминальная Якутия.
совсем. Криминальные пути. Газеты. Загадочные кошки. Что сегодня смотрите, у меня совсем телефон завел, слушайте. Покрылся инеем, вообще капец. Переднее стекло. Такое все замерзшее стекло. Я сюда зашел, оно инеем покрылось. Игрушки какие-то. Просто консервы. Макароны. Ух ты, на 5 килограммов. 280 рублей. Липецкая. А лотерейные билеты это не важно? Да. А тоже есть, да? Эти, которые развешена реклама, да? Ну вот это новогодние 2 миллиарда или что там. Вот все, что осталось. Все, что осталось. Они по сколько? По 100 рублей. 100 рублей штучка, да? Раз, два, три, четыре. Как с вами можно расплатиться? Наличкой, картой, да? 3. А сколько их тут? Что, давайте я возьму. Картой расплачусь. А где выигрыши уже, если? Сюда же, да? А, любое почтовое, да? А это же будет по этому, да? По центральной линии, да? Розыгрыш? По 1 МТ. января. 1 января, хорошо. А, другое, да? Туда. Да. Тебе правильно назвали, оказывается. Ага, все. Даже чек дали. Хорошо. Ну, что выиграть это? Всегда есть. Там что-то выиграть. Так, 2 миллиарда. Так, как я, короче, выиграю, да? Я сразу стримить прекращу. 2 миллиарда. Зачем мне стримить, да? Короче, 1 будет числа розыгрыш. Ладненько. Так, положить надо на стул. Сейчас забыл. Забывал. Здесь будет пожар какой-то немножко. Ой, тут календари разные. Перекидные. А, это отрывные, вернее. Так,
лотерейные билеты. Эти все раскупили, короче, по 2 миллиарда. Так, ну что, погрелись немножко. Немножко погрелись. Последнюю взял. Лотерейный билет. Ну, лотерейный какой-то. Лото какое-то там. Ну, 1 числа на ТВ будет розыгрыш. Может, удача будет, может, не будет. Опа, выходим, смотрите, елка прямо. Улица Дзержинского. И мы двигаемся. Ладно, смотрим на елочки. Вот какая шикарная елка. Как он? Нормально, да? Настоящий. Так, еще погуляем немного. Кто-то там меня просил улицу Кальвица снять. Не знаю, насколько вообще хватит, конечно, заряда и телефона. Ну, попытаюсь. Сейчас мы сворачиваем, короче, с вами. Это улица Черяева. Это бывший руководитель республики. Бывший руководитель, он еще в советское время был. Ну, вот она названа его именем. Черяев. Он как был, насколько я помню, не председателем правительства, а раньше был уже как это, коммунисты были, а он был председатель областного комитета партии, республиканского комитета партии. Ну, в общем-то, самая такая крупная величина по тем временам. Вот эта небольшая улочка названа его именем. Ну, при нем развитие республики тоже было хорошее довольно. Поэтому много положительных моментов, поэтому решили памятник увековечить. Вот назвав вот эту улицу его именем. Здесь у нас какое-то ателье люкс. Еще вывеска вот это вот Советского Союза люкс. Люкс, видно, да? Ее, по-моему, не меняли ни черта. Ателье люкс. Пошив одежды. Это что за парикмахерская. Интересно, что-то здесь освещение совсем слабое. Освещение слабое, голое, бакалейное. Бакалейное, это что? Это вот магазин здесь бакалейный. Переходим. Музыка там кого-то играет. Кому-то весело. Так, а что у нас сегодня? Среда, да? Среда, середина недели рабочих. Еще, значит, кто по пятидневке работает, еще, значит, соответственно, 5, еще, четверг и пятница осталось, да? Поработать, и все. 2 дня выходных. Да, сейчас вот поспать, спать, вот так, вообще классно, в такую погоду спать, поел, поспал, потом обратно поел, поспал, и вот так вот. Зимовка такая, так сказать, называется, зимовка. Так, где тут светофор-то, а, слушайте, люди, что я так уйду, куда не надо, мне вот здесь вот. Нет. Блин. Я не пропустил. Где светофор-то?
Что-то я не понял. Вот он переход, вот переход. Точно здесь. А по светофор почему-то не работает здесь. Почему не работает? А, он останавливает. Все правильно. Увидел, что у меня камера. Что я с камерой я здесь снимаю. Видишь? Остановился. Пропустил. Вот тут это авиапорта, по-моему. Отель. Вот это вот. Ну, они тут рекламу делают. Как он называется? Что-то не пойму. Оригинально оформили они здесь. Вот что такое? Прутья какие-то. Крутья, самки. Здесь елку украсили гирляндами. Ой, а что такое? Бревна же, смотрите. Бревна. Типа такое. Ретро, да, такое? Деревня типа. Типа деревня, поленница. Из бревен, смотрите. Из полешек поленница, точно. А где дрова-то можно взять? Смотрите. Печку. Вот здесь. Так, это у нас Губина 39. Дом. Ух. Здесь, кстати, остановка есть. Автобус номер 6 здесь ездит. Если у вас есть приложение на смартфоне «Умный транспорт», вы можете посмотреть, сколько минут осталось до прибытия. Шаурма. Шаурма. Так, ну и вот улица Губина. Кто там хотел, чтобы я поснимал ее, смотрите. Вот она сейчас так выглядит. Пожалуйста. В мороз под 50 градусов. Освещение все. А вот они куда остановку перенесли. Вот она. А это была возле этой шаурмы раньше. Так, и тут зайти погреться куда? Тут ты никуда не зайдешь, не погреешься. Так, надо ускорять темп. Это естественно. Он скоро сдохнет. Так что если отключится стрим, значит у меня телефон замерз. Да. Конечно, при таком морозе телефон эксплуатировать не рекомендуется. Он будет при оттайке покрываться инеем, там, конденсатом. Все это плохо сказывается в самом телефоне. Начинки его. Улица Губина. Сейчас тут где-то памятник Володе Губина был. Сейчас я вам его покажу. И тут где-то рядом с этим домом. Вот он, по-моему. Ага, вот. Он снимает, снимает. Так, привет, Тима. Ну и холод у вас, да, люблю море. Привет, привет. В Москве минус 20, ясно, да? Но в Москве тоже подморозило. А вот Володя Губин, это памятник ему здесь на улице Губина. Он погиб, спасая здесь в этом озере, значит, людей. Спас их, а сам погиб. Вот в честь него вот здесь памятник. 8 октября 1964 года ценой своей жизни спас 4 утопающих детей. Посмертно награжден орденом знак почета. Вот, пожалуйста. Ему тут бюст поставлен, памятник. Так, ладно, идем, бежим. Бежим, бежим, бежим. Мне надо до куда-то дойти, чтобы погреть телефон. Но у нас вообще красиво, да, смотрите. Деревья так все в инее, туман, температура под минус 50 градусов. Сегодня, кстати, актированный день,
Но уже не для всех, не с 1 по 11, как вчера был, а с 1 по 8 класс. То есть старшеклассники идут в школу, а все остальные на удаленке занимаются. Вот такие дела в Якутске творятся 22-го. Это вчерашнего числа, получается, резко морозы рубанули. Резко, получается, под 50 градусов в районе, как он называется, в районе этого аэропорта, там вообще температура минус 51 была. Ну, там обычно прохладнее, чем, допустим, на Гемиине, где у нас метеостанция. Там теплее, а там холоднее. Поэтому вот такие дела. Это получается за минус 50 градусов. Погодка. Шепчет, налей, выпей. Вот в такую погоду, да? Водочка. Тяпнул и тепло, хорошо. Идешь, главное не перепить, а то можно окочуриться, упасть где-нибудь. Мороз делает свои дела. Только отморожений бывает. Ужас просто. У нас в Якутске ожоговый центр, ну вот, который занимается обмороженными людьми. Вот недавно туда девушка поступила. Она, короче, шла домой пешком откуда-то, я не знаю, такси не взяла. И, короче, на ней были капроновые колготки, еще что-то. И ноги отморозила себе. Фотографии такие жуткие. Вот так вот, молодая. Что вот будет, смотря какая степень обморожения, вплоть до ампутации, в принципе, конечностей бывает. Такое дело. А мне говорят, что я сгущаю краски, говорю мороз, что это значит опасно там. Да, вот вы выйдете, я хорошо сейчас одетый, на мне штаны теплые, значит, все теплое. Куртка, на мне пояс еще специальный, защитный, чтобы не продувало спину. Я вот хожу, рукавицы теплые. А так выйдете вы в легкой одежде, окочуритесь. Вот тут магазин продукции. Не, мы сейчас вот там какой-то есть дисконтный магазин туда. Если он еще снимает, зайдем. Так, выйдете вот в какой-нибудь легкой одежке и все, кирдык. Поэтому тут надо одеваться, прежде чем выходить. Так, вот светофор. Улица Богатырева вот эта. И мы сейчас будем переходить. Улица Богатырева. Все, пошли. Пошли. Улица Богатырева. А тут мост у них. Смотрите, какой мост прикольный сделал. И здесь вот магазин под названием Народный дискаунтер. Не знаю, какой тут вообще дискаунтер. Я что-то заходил туда, там нифига цены. А где вход-то? Не пойму. Вот это вот что ли? Как туда наверх забраться? Непонятные ходы. Мне бы по центру сделать, а не где-то сбоку. Пройдем туда, надеюсь. Ух, как прямо парной пар парит. Так, студия красоты, а стоматология 32 зуба. И вот тут вот народный дискаунтер. Посмотрим, если он еще снимает. Блин, как-то кругами ходить, одуреть можно. Где вход-то у него? Вот это вот. А, с этой стороны надо заходить. Это я обошел.
до 23. Что снимает? Что снимает? Так, что там кто пишет? Я уже дома. Аленка. В тепле. Молодец. Фу, мы забежали. Телефон покурить. Ну и что тут где дискаунтер? Сколько ЧКП? 204 рубля. Ух ты, это очень дешевле. 204. А это ЧКП номер 12. 172 латте. Слушайте, ну, по-моему, это минимальная цена в городе. То раньше, я помню, цены здесь были совсем даже. О, подарки есть. Всякие разные. За разные цены. Детям, если или кому-то подарить, вот здесь можно. Короче, 700 граммов 685 рублей стоит. Или вот 800 граммов 694. А килограммовая 821 уже. Так, это что за акция? Каша. Две по цене одной. Акция. Масло 117. А не голд 121. Такая вот. Сколько здесь? 820 миллилитров. Акция борщ. Заправка. Чай черный. 100 пакетиков. Заваркин. 99. Ну вообще фиговый. Фигово заваривается. Не рекомендую его все брать. Там какая-то солома труха. Вот такой вид там есть по 142. С сырничками. Двойные пакетики с сырничками. Что у нас? Это кругом акции. Внутри. Дезодоранты какие-то. Да. Два по цене одной. Шоколад. Каркунов. Кит-кат. И что за акция? Россия 41 рубль. Слушайте, молоко 82 грамма. 43 водки. Так что ли? Молоко. Фундук. Кофе с молоком. А где Горького нет? Это что? Фундук. Такой здесь. О, все, товарищи, короче, у меня телефон уже 2% говорит, сейчас разрядится, так что это самое, и выключится. Замерз таки. Что тут еще? Майонез, 200 грамм 30 рублей. Срок подходит. Вот так. Какая-то. Ладно,
я думаю, лучше. Еще какая-то акция. Что это? Эфирные палочки. Да, да. Ну да. В принципе, нормально, да, есть что купить можно по таким ценам. Но я боюсь, что эти цены, они здесь уже сроки подошли, поэтому они уценили. У нас обычно так делается. То есть не потому, что они дисконт, да, а потому что просто надо распродать быстро-быстро. И, соответственно, так, ну что, потихоньку вылазим, пока телефон снимает, я снимать буду. Куда он делся? Шоколадку можно с чаем горячим. Хотя вот этот шоколад, он, говорят, не шоколад, а что-то там. Его типа плавили, он как-то горит, как-то. Короче, химический такой. Так, где мы тут вкусный? Там вкусный или нет? Должен быть выход. А, вот он выход. Все, есть выход. Ну что, может быть, когда уже будем прощаться с вами, что я прилично уже стримлю. Вот тут остановка, кстати. Новую остановку сделали. Смотрите. Сейчас все равно у меня уже телефон замерз. И, ой, вот. Так, я уже дома. Теперь спасибо за видео. Елена Крючкова, вам тоже спасибо, что смотрели такой жуткий. Я вообще, конечно, снимаю. Не знаю, кто смотреть будет. Вот такое качество. Но, извиняюсь, вот этот стабилизатор, который в камере есть, он во время проведения стрима, он не работает. И что делать, я даже не знаю. То есть здесь нельзя у нас стабилизатор с таким ходить. Он просто замерзнет, который на движках. Вот приходится так руками держать и это самое стримить. Вот такая вот обстановка. Сейчас на улице Губина пробка. Машин много. Тьма тьмущая просто. Давайте еще немножко. Недавно дом построили, года 2, наверное. На первом этаже, конечно, всякие разные фирмочки, цветочки продают, вот, пожалуйста, цветы, букеты. А вот здесь мясная лавка есть. Немножко мяско не видно. Мясная лавка. Вот там целый магазин получился. Еще один магазин. Там тоже продукты. Вкусно, да? И мясо еще в забавах. Ага. Не был тут ни разу. А что такое? Beauty Story. Красивая история. Смотрите, а там это девушки сидят, это маникюр, по-моему, да? Маникюр, у них елочка там.
Бьюти Story. Северный экспресс. И там кофеек можете попить. И здесь вот находится магазин, который торгует, как я вам прочитаю, Лабын-Кыр. Озеро Лабын-Кыр есть, там вот чудовище вот это вот. Видно, да? Товары для активного отдыха. Вот здесь вот магазинчик. Сейчас он уже не работает. Лабын-Кыр. Там, кстати, вот это чудовище, как на Лохнесском озере, в этом озере Лабын-Кыр обитает. Его видели люди, там какие-то старожилы. Даже туда приезжала съемочная группа с клуба путешественников. Кто смотрит. Вот на это озеро там они опрашивали, пытались увидеть что-то. Смотрите, какая шутка. Вот так вот ходят. Ой, эта машина какая смешная. Так. Скользко очень, накатано. О, собака. Что, бродячая, что ли? Это женщина. А, нет. Выгуливают собаку. Ну да, если завели собаку, с ней надо гулять в любой мороз. Куда вы денете? Собака же, она вот должна... О, погулять. Без этого, даже не кошка вам, которая там куда-нибудь ходит на какой-нибудь этот тазик или еще куда-нибудь, куда захочет. Это собака, ей надо на улицу побегать, порезвиться. Ой. Так, тут здание какое-то. Не знаю, что за здание. Где-то? Ну ладно, не буду. Так, вот идем по улице Губина. Кто там? Специально снимаю. Кто-то меня попросил. Губина, типа, сними. Ну вот я их иду, снимаю. Всю вам Губина снял. От начала до конца практически. Там напротив это шины меняют. Колеса. Если у вас машина и колесо, соответственно, сломалось, вот сюда вот замена колес, шин, ремонт, восстановление. Ух. Да, машину-то, конечно, хорошо вот так вот иметь. Зимой на ней и что, вышел из дома, сел в нее и в тепле едешь. А так пешком-то ходить не всякий сможет еще ходить, калории тратить, энергию, да и это не всем полезно. Ходьба по морозу воздухом, дышать этим вот холодным. Ну, на мне маска, кстати, она вся в этом пару. Пар такой. Короче, я когда ее снимаю, она вся влажная. Потому что когда идешь, дышишь, да еще разговариваешь, конденсат вот этот нам весь на маске остается. Но она помогает, в общем-то, в холод тут более спокойно ходить. Вот сегодня мы с вами погуляли как классно, да? Сейчас я закончу стрим. Раз уж Губина кончилась. Раз уж я обещал ее снять, вот снял. Классно походили. Сегодня мы с вами от площади Ленина вот до конца улицы Губина. Я вам заснял эту атмосферу предновогоднего города. Ну вот здесь перекресток, там уже улица Федора Попова и все. Вот она на этом и кончается.
Так, ладно, все, давайте прощаться уже точно.